Спонсор передачи «Город женщин» – дом ткани «Якутюрье». Добрый день, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас на каналах НВК Саха и Саха-24. В эфире «Город женщин». Подошла к концу рабочая неделя, а это значит, с вами вновь Юлия Федорова, очаровательная Саргалана Мосова и великолепная Юлиана Ким. Сегодня мы будем говорить о красоте. Красота – это то, что нравится всем людям без исключения. Это все то доброе, прекрасное, что нас окружает и дарит нам радость. А я считаю, что в женщине главная красота не внешняя, а внутренняя. И сегодня у нас в гостях будут сильные женщины, красивые, сильные женщины. Я думаю, многие со мной согласятся, что красивый человек – это не только приятная внешность, но и богатый внутренний мир. И сегодня в Якутске гостит очаровательная женщина. У нее ум, красота, ее внутренняя энергия не оставляет равнодушным ни одного человека. Мастер с мировым уровнем по фэн-шуй Наталья Правдина в Якутске только 4 и 5 ноября. И я приглашаю вас на двухдневное мероприятие «Как стать богатым и счастливым». Не пропустите! И сегодня Наталья Правдина у нас в гостях. Добрый день, Наталья. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добро пожаловать в наш морозный город, нашу морозную республику. Мы знаем, что вы стали одной из первых, кто ввел понятие фэн-шуй в России, кто стали основоположником, можно так сказать, да? Откуда Это вы сами узнали? Кто был Это наставником? так, это действительно так. Сейчас я об этом уже вспоминаю с улыбкой, это было достаточно давно. Дело в том, что я сама узнала о фэн-шуй, живя в Америке. И я училась у грандмастера Япчинхая, также, когда я жила в Америке. И, вы знаете, когда я приехала в Россию просто навещать своих родителей, из меня эта информация изливалась, просто я не могла ее не рассказать. И вот таким образом меня заметили, меня стали приглашать. Я стала читать лекции, семинары. Потом написала книги, которые стали мега-бестселлерами. И, в общем, так вот я... Что вас зацепило? Вот вы узнали Да. о фэн-шуй, да? Откуда вы узнали? Вы знаете, дорогие девушки, я могу вам сказать такую вещь, что я уже давно об этом думаю, что если человек в жизни чего-то не пережил, да, такого, ну, скажем, неприятного, тягостного, он не захочет узнать пути о том, как это изменить. И у меня также произошло, у меня был достаточно тяжелый период в жизни тогда, живя в Америке, я изо всех сил хотела помочь мужу, у которого, ну, никак не получался бизнес там, ну, вот никак. И я думаю, боже мой, ну, чем же ему помочь? Я знала, что он умный, образованный, постоянно работает. А я, как вот любящая супруга, мне очень-очень хотелось ему помочь. И я вот буквально схватилась за книги фэн-шуй. Это были первые книги Сара Росбах, автор. Потом была уже Лилиан Ту и так далее, и так далее. И вы знаете, что самое удивительное, получилось. То есть действительно мы переехали из крохотной квартиренки, в которой мы жили. Это была очень-очень маленькая квартира. Мы переехали в шикарную квартиру на берегу океана. То есть это произошло буквально за полгода. Вот такая трансформация. И поэтому, когда есть позитивные перемены, хочется ими поделиться. Вот как раз так и произошло. Я приехала в Россию и вот стала рассказывать, и до сих пор продолжаю рассказывать. Но сейчас уже по всему миру, не только в России. Как интересно, вот сегодня мы говорим о красоте, да, о женской красоте. Вот расскажите, пожалуйста, о женской энергии, вот как ее восполнять, как ее делиться. С удовольствием, поскольку у нас передача так и называется «Город женщин», да, это, наверное, моя любимая тема. Мне кажется, что все женщины, они все волшебницы.
в душе. И согласитесь, что счастье мужчины и вообще счастье дома, оно зависит от того, насколько счастлива женщина-волшебница. Потому что если женщина счастлива, она добрая волшебница. Если женщина несчастная, я не думаю, что она будет прямо доброй волшебницей, да, скорее всего, будет наоборот. Поэтому для того, чтобы создавать чудеса дома, необходимо, чтобы женщина была счастлива. Ну и вот тут возникает вопрос, а кто же женщину сделает счастливой, да? Очень многие девушки, женщины считают, что, конечно же, женщину делает счастливой кто? Мужчина. Но это не совсем так. Это не совсем так. Почему? Мужчины, не обижайтесь, я скажу, как я думаю. Да? Я считаю наоборот, что счастливая женщина делает счастливым мужчину, и тогда у них начинается бесконечное вот это такой счастье. обмен энергией, получается, Конечно. да? А для того, чтобы женщине быть счастливой, ей самое главное, нужно научиться пестовать в своей душе красоту, любовь к жизни, гармонию и прежде всего любовь к себе. Потому что, друзья мои, дорогие женщины, да, поймите, пока вы не научитесь любить себя, мужчина вас не полюбит. А если полюбит, то это будет не то, о А чем вы как хотите. научиться любить себя? Может быть, есть какие-то постулаты или какие-то правила? Ну, что такое любить себя? Любить себя – это относиться к себе изначально хорошо. То есть, если ты даже совершил какие-то ошибки, ну, нужно себя уметь прощать, потому что, вы знаете, часто я встречаюсь, вот женщины мне говорят, ой, я себе этого никогда не прощу, или я тебе этого никогда не прощу. Друзья мои, очень важно научиться прощать и начать с себя, то есть отпустить все то, что было, да, сказать, что на самом деле я такая молодец, я умница, хвалить себя за самые небольшие какие-то достижения. Это на самом деле просто звучит, но не так просто получается. И вы знаете, вспомним нашу примадонну, да, Аллу Борисовну Пугачеву. Она еще давно-давно говорила, что когда я встаю с постели, я смотрю на себя и говорю, какая я красивая, какая я красивая. Какая я красивая, да? И вот так я начинаю свой день. И, кстати, могу вам сказать, что не только Алла Борисовна, я изучаю биографии очень многих великих женщин. Вот мой, например, эталон – это Коко Шанель. Я восхищаюсь этой женщиной, потому что если вы прочитаете ее биографию, она тоже начинала с ужасной нищеты. Она вообще воспитывалась в детском доме, в интернате. И вы представьте, она стала эталоном красоты, стиля для женщин всего мира, да? И такая история очень у многих успешных женщин. А почему? Потому что они научились любить себя и пестовать вот эту красоту внутри себя. И как только ты научишься, ты найдешь эту точку сборки, как сейчас модно говорить, да? Точку гармонии, ты будешь распространять ее на окружающий мир. Это нужно, да, встать, как в фильме, да? Я самая обаятельная и привлекательная. Это называется аффирмация, совершенно верно. То есть позитивное А вы утверждение. используете вот какие, может быть, ритуалы с утра у вас? Конечно, я же говорю, что все мы женщины, все мы волшебницы, да. Очень полезно даже вот умываться водой и представлять себе, что это не просто вода, а это фонтан юности, фонтан красоты, да. То есть, омывая свое лицо, вы можете проговаривать какие-то позитивные вещи, например, что я заряжаю эту воду красотой, я заряжаю эту воду любовью. На самом деле это работает. Даже можно просто смотреть себе в глаза утром, именно утром полезно, да. И есть такой секрет, смотреть себе в глаза и говорить, ну, называйся по имени, там, Наташенька, там, Саргаланочка, да, Юлечка, я обещаю тебе, я сделаю тебя счастливой. Или ты очень красивая, ты умница, ты прекрасная, ты все сделаешь сегодня хорошо. Это очень важно. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Как вы настроитесь на свой день, так день у вас и пройдет. Поэтому это очень важно. Утром после пробуждения говорить какие-то вдохновляющие позитивные слова. И вечером. Заряжать, да, себя на предстоящий день. Наталья, скажите, пожалуйста, вот женщина, она, если она себя любит, значит, у нее высокая самооценка. А чтобы иметь высокую самооценку, нужно реализовываться, быть успешной. Вот как женщине вот, привлечь к себе успех, удачу, ну и так далее?
Да, замечательный вопрос. Дело в том, что, конечно же, высокая самооценка появляется у женщины, когда она любит себя. Когда она любит себя, когда... Вот именно с этого надо начинать. Не с того, что вот у нее высокая самооценка, и поэтому она себя любит. А сначала надо научиться любить себя, любить весь окружающий мир, и тогда к тебе придет успех. Дело в том, что все психологи, философы говорят о том, что человек ошибается, что он думает, вот я построю карьеру, и тогда я буду счастлив. Или там вот что-то произойдет в моей жизни, вот тогда я буду счастлив. Нет. Ты должен научиться быть счастливым здесь и сейчас, потому что именно настоящий момент является отправной точкой твоего существования. Счастье, успех, удача, любовь, здоровье, красота приходят уже тогда к тебе, когда ты внутренне счастлив, когда ты научился, как о чем мы говорим, да, девушки, когда ты научился быть счастливым внутри. Тогда к тебе и успех приходит, и карьера. Недаром говорят, что когда ты излучаешь успех, он к тебе уже приходит. Поэтому нельзя приходить куда-то там в организацию, как ты можешь, например, подать резюме трясущимися руками, не веря в себя. Ты должен уже приходить с состоянием таким, что у тебя все прекрасно, все замечательно, и те люди только выиграют. Даже не ты выиграешь, а они выиграют от того, что они возьмут, допустим, тебя на работу. Вот с таким умонастроением нужно подходить, тогда все будет получаться. И еще такой момент, вот вы затронули правильно такую тему, насчет самореализации, насчет успеха в жизни. Да? Друзья, я часто встречаюсь с обратной стороной, то есть очень много успешных женщин, коль скоро мы о женщинах говорим, да, таких вот прямо самореализованных, у них там есть предприятия, там фирмы работающие, но при этом у них нет удачи в личной жизни. Они одинокие, да, и они приходят домой, как пела еще Уитни Хьюстон, в пустую квартиру. Я открываю ключом дверь в пустую квартиру. Вот чтобы этого не было, нужно уметь, опять-таки, женщина очень гармоничное существо, очень гибкое. Баланс найти. Нужно уметь балансировать, да, свое состояние успешной женщины на работе, да, и ты можешь руководить коллективом там в 3-5 тысяч человек, но когда ты приходишь домой, ты должна тут же переключаться и становиться мягкой кошечкой, которая там своего любимого Это тоже мужа. надо уметь, да? Это тоже Конечно. своего рода талант, переключиться вот с работы и домой. А как это можно сделать? Это дисциплина ума, это надо себя тренировать. Само ничего не происходит. Вообще всем надо заниматься. И, как я говорю, это великое искусство жизни. А великому искусству жизни стоит поучиться. И как раз вот я об этом говорю, что мужчины часто Наталья, извините, я вас боятся. прерву, да, мы сейчас прервемся на короткую рекламу, Конечно. сразу после которой продолжим. Вы смотрите «Город женщин». Я напоминаю, у нас в гостях Наталья Правдина. Мы продолжаем разговор о красоте, о женщине, о женской энергии. До рекламы мы говорили о том, как научиться переключаться от работы к семье и от семьи к работе. Да, дело в том, друзья мои, что мужчины очень не любят таких вот жестких, сильных женщин, да, в этом как раз и проблема часто заключается. Поэтому я очень рекомендую все-таки женщинам переключать, вот выключать в себе рабочий момент, да, и все-таки дома быть мягкой, нежной кошечкой. Это будет намного полезнее для семейных отношений, чем наоборот, потому что я встречала таких женщин, которые, имея все, как я вот уже говорила, да, они приходят и дома начинают мужа также та-да-дам, та-да-дам, та-да-дам. Вот ты должен сделать вот это, ты должен сделать вот то. Помягче. С мужчинами надо помягче. Хитрость включить, да? Либо хитрость, просто мягкость, женскую вот эту вот мягкость. Не надо им показывать, насколько мы сильные. Да, вот, то есть мы действительно, женщины действительно очень сильный пол. На самом деле совершенно напрасно считается, что он слабый пол. Мы просто физически слабее, но духовно и морально мы зачастую намного сильнее.
А к вам на семинары приходят мужчины? Приходит, ну, скажем так, где-то 2%. Либо 1, либо 2%. Я, знаете, могу вам сказать, мужчины любят меня приглашать к себе вот для консультации домой. То есть они не любят как бы светиться на семинарах, да. Но, тем не менее, конечно, когда это большая аудитория, когда там 300-400 человек, конечно, там есть мужчины. Но я подозреваю, что их жены привели. А что их интересует? Они вот с какими вопросами приходят? Все то же самое, как достичь успеха, как стать знаменитым, как стать успешным, как достичь карьеры хорошей, работы, деньги. Ну, в основном работа, деньги. А для мужчин и для женщин советы, они разные или одинаковые? Ну, в основном одинаковые. Мы все человеческие существа. И все законы философские, психологические, они работают для нас одинаково. А как мужчине стать успешным? Как мужчине? Да, если у него, допустим, нет женщины, которая бы его своей энергией подталкивала, делала его счастливым. Знаете, это очень хороший вопрос. На самом деле женщина очень стимулирует мужчину. Очень. Я могу сказать, что на самом деле мужчина, ну, наверное, это тоже хорошо знают мужчины, без женщины у него нет достаточно вот этого вот топлива, которое его поддерживает. Когда он знает, что его всегда дома поддержат, что его направят, что его накормят, в конце концов, да, вовремя, у него есть сила для того, чтобы идти вперед, потому что женщина – это всегда та база, тот фундамент, который должен быть у мужчин. Поэтому я считаю, что для мужчины, для его карьеры очень важно, чтобы рядом была любящая, Да, сильная, говорят же, умная да, что за супруга. каждым успешным мужчиной 100%. стоит сильная женщина. Стоит еще более успешная женщина. Наталья, вот я знаю, что вас называют русской Луизой Хей. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о ней. Луиза Хей – это гениальный человек, я ее уважаю, я преклоняюсь перед ней. К сожалению, в этом году она скончалась уже на таком очень в солидном возрасте, за 90 ей было. Луиза Хей – это пионер в плане позитивного мышления. То есть это человек, мне кажется, на примере которого у нас уже несколько поколений выросло, и именно Луиза Хей ввела в употребление вот это слово «аффирмация», про которое мы с вами говорили, да? Что такое аффирмация? Аффирмация – это краткое позитивное утверждение. То есть то, с чем нужно себя настраивать. И Луиза Хей, так же, как вот пример вот Коко Шанель, про которую я уже говорила сегодня, на мой взгляд, это пример женщины, которая сама себя вытащила за волосы из болота болезней, несчастий, плохого там какого-то мужа, то есть у нее были проблемы, и она вытащила себя за волосы благодаря позитивному мышлению, стала мировой звездой, стала успешной, красивой, счастливой и так далее. И она вдохновила огромное количество людей, миллионы людей по всему миру. К сожалению, я лично ее не видела, но я очень много слушала ее и в записи, там, и роликов и так далее. Я вот действительно доношу до людей ту основную идею, что полюби себя, и твоя жизнь изменится. Это также апологет, основная идея Луизы Хей. И Луиза Хей также нас учит тому, что свое тело также надо любить. Потому что если в твоем теле какие-то проблемы, как правило, это психосоматика называется, да? Это проблема, связанная с твоей психологией тоже. Например, у человека болят уши, может быть, он не хочет чего-то слышать. Или когда, например, у меня заболевает горло, мне вот мои близкие люди говорят: Наташа, ты нам что-то не сказала, скажи. Да, то есть горло болит тоже от того, что ты вот что-то глотаешь, и ты не говоришь, что это в себе, да. Лучше это высказать, лучше любую проблему проговорить. Это вот также Луиза Хей оставила нам такое наследие в этом плане, да. И что мне еще нравится, Луиза Хей, вот коль скоро мы о ней говорим, у нее такая тема, что надо любить себя в любом возрасте, потому что, вот, мне кажется, современный мир, он как-то агрессивно относится к людям более старшего возраста. И это очень плохо, кстати, потому что на Востоке считается, что человека можно судить по тому, как он относится к детям,
детям и как он относится к старикам, ну вообще к пожилым людям, да? Ведь на Востоке очень уважают пожилых. Вот я думаю, что Якутск это же тоже Восток, Якутия. У вас уважают пожилых людей? Да, Конечно. Да? Ну вот это очень хорошо, это очень хорошо. Так вот, Луиза Хей говорит, что я люблю себя в любом возрасте, и у меня нет какого-то отторжения к себе из-за того, что, допустим, я вижу, что мое тело стареет, потому что душа, она вечно молода, и жизнь, она вечно молода, и поэтому надо относиться к себе как к проявлению жизни. Очень интересно. Вот Луиза Хей, она говорит про аффирмации о здоровье. Вот что, чтобы меньше болеть, нужно... Вот посоветуйте, пожалуйста, нашим телезрителям, как относиться к своему здоровью и какие аффирмации проговаривать каждый день, чтобы меньше болеть. С удовольствием, это тоже очень своевременный вопрос. Дело в том, что наш настрой внутренний, он очень зависит от того, опять-таки, что мы к себе привлекаем. Если мы позитивно настроены, мы привлекаем к себе позитивные ситуации. Если негативные, то нет. И для того, чтобы меньше болеть, существует очень простая формула на самом деле. Ну, я думаю, я никакой здесь не открою тайны, что это прежде всего позитивное мышление, это правильное питание и это правильное движение. То есть сознание, питание, движение. Сознание, питание, движение. Вот такая вот треугольник такой, да. И, конечно же, вот смотрите, можно очень простой такой эксперимент провести. Вот, например, вы можете подумать о чем-то плохом, о чем-то негативном. Посмотрите, у вас опустятся черты лица, глаза станут грустными, вы, может быть, там ссутулитесь, да. А, например, почитайте что-то позитивное или там откройте фотографии своего ребенка или что-то. Посмотрите, у вас загорятся глаза, вы заулыбаетесь, у вас будет совсем другое состояние. То есть от качества наших мыслей зависит качество нашего и тела, также и состояние духа. Поэтому нужно стараться все время поддерживать себя в хорошем настроении. Стараться. Это не всегда получается, но мы уже говорили с вами о том, что есть такая дисциплина. Вообще дисциплина, на мой взгляд, это ключ к успеху во всем. И в карьере, и в личной жизни, и в состоянии своего сознания также. То есть, что такое дисциплина, вот, на мой взгляд? Самодисциплина – это четко отслеживать свои мысли. И запомните, мои дорогие, да, вот никогда не надо себя жалеть. Ой, женщинам это часто такое, ой, я бедная несчастная, ой, мне уже аж 30 лет, ой, меня никто не полюбит, ой, я никому не нужна. Вот это вообще уберите из своего лексикона, да? Нужно мыслить только позитивно, да? Только о хорошем нужно думать. Конечно. Спасибо большое, Пожалуйста. Наталья, что вы к нам пришли. Мы знаем, что у вас день сегодня расписан буквально по минутам, да? да. Спасибо, девушки. что рассказали очень много интересного, поделились секретами. Мы продолжаем. Сейчас переходим к рубрике «Фабрика идей», где Юлиана Ким расскажет нам, как сделать очень красивый аксессуар, который понравится всем модницам. В рубрике «Фабрика идей» сегодня я вам расскажу, как сделать своими руками сережки-кисточки. Наверняка в жизни каждой женщины случался такой момент, когда она собиралась на торжественное мероприятие, праздник, и ей было нечего одеть. Не были подобраны главный аксессуар – это сережки. Вот чтобы выйти из этой ситуации, сегодня я вас научу, как сделать сережки самой. А для этого нам понадобится синтетическая нитка. Это такая нитка, она специальная для вышивки, продается в магазинах для шитья. Так, прозрачный клей, нитки также мулине, планшет, то есть сделаны из картонки. Обычно вот остается же от игрушек, от бытовых товаров. Вырезанная планшет в зависимости от того, насколько вы хотите сделать длинными сережками, ширина планшета будет от этого зависеть. Так, плоскогубцы, которые вы можете одолжить у мужа, или же круглогубцы. Маркер, черный маркер. Я потом попозже расскажу, для чего он нужен.
И вот такие вот детальки, это швензель называется, да? То есть на что будет крепиться наша сережечка, и она будет потом одеваться на ушко. Так, потом нам понадобится линейка, значит, разного вида бисер, большой и маленький, перчатки и такая вот бижутерная иголочка, которая отличается от обычной иголочки тем, что она с ушком. Вот, давайте мы с вами сейчас, я вот взяла синюю нитку, ее нужно обязательно поставить, чтобы она у вас не каталась по столу. И начинаем просто обматывать нашу картонку вот таким вот образом. Знаете, нужно сделать около 400 оборотов, чтобы наша сережка была пышная. Да, более богато смотрелась и красиво. Да, но, естественно, считать не обязательно. Можно просто смотреть по пышности, как вас будет устраивать. И на одном планшете желательно сделать сразу 2 сережки, чтобы вы видели, чтобы не было у них различий, чтобы они были одинаковые. По густоте, По густоте, да, по густоте. Вот такими вот движениями мы наматываем нашу нить. Нить у нас синтетическая. Почему? Потому что она более красивая, чем обычно. Она переливается, она, такая вот тоненькая и очень красиво смотрится. На ниточке могут встречаться узелочки, но от этого ничего страшного не пострадает, сережка не пострадает. Вот таким вот образом мы будем обматывать. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, сразу после которой продолжим говорить о красоте. Вы продолжаете смотреть «Город женщин». Я напоминаю, что мы сегодня говорим о красоте. Красота человека – это такое понятие относительное. Для каждого оно свое, да? Но я думаю, что все люди привлекательны. Кто себя таковым не считает, значит, у него есть какие-то проблемы в себе. И наш коуч Надежда Долбараева из Чикаго сегодня постаралась объяснить телезрителям, как приобрести уверенность в себе. Привет, прекрасные! С вами Надежда Долбараева, психолог, коуч, корпоративный бизнес-тренер из Чикаго. Благодарим за ваши вопросы по психологии отношений и бизнесу, которые вы присылаете к нам в редакцию. Сегодняшний вопрос мы получили от Яны Потаповой. Я часто вижу красивых девушек в Инстаграм. Из-за этого развивается комплекс неполноценности. Кажется, что я не идеальна, у меня лишний вес, не такие роскошные волосы и не такая белоснежная улыбка. А денег на все это нет. Не могу сходить к косметологу, записаться на фитнес. Хочу закрыться дома и никуда не выходить. Что мне делать? Яна, во-первых, поблагодарить себя за то, что у вас есть стремление развиваться. Вы уже знаете, что вы хотите, а это очень важно. Второе, чтобы это тянущее чувство зависти, которое опустошает вас изнутри, перевести в окрыляющее, мотивирующее, вам необходимо честно признаться этим девушкам. Напишите комментарии, что вам так в них нравится. Это переведет вашу негативную энергию в позитив и даст толчок к развитию. Попробуйте. Третье. Составьте список своих уникальностей. Вы упомянули, что вы не идеальны, но идеальных людей не существует. Есть уникальные в своей роде. Что у вас есть необычного? В чем вы уже супер молодец? Какие у вас есть достижения? Как минимум 50 пунктов. Чем больше, тем лучше. Пока вы их будете писать, вы вспомните, какая же вы молодец. А еще лучше опубликуйте этот список затем в Инстаграм. И напоследок, вы можете использовать эти фотографии, которые вам так нравятся, для визуализации. Возьмите свою фотографию, которая у вас есть здесь и сейчас, даже можете специально сфотографироваться для этого, и возьмите фотографии, которые вам так нравятся. Вот у девушки с белоснежной улыбкой, вот она с прекрасной фигурой, вот она в машине и так далее, и так далее. И подпишите. Первая фотография «Я сейчас»,
дата внизу. Вторую фотографию, например, у меня красивый пресс. И подпишите, к какому сроку вы собираетесь этого достичь. И обязательно пропишите по пунктам шаги к этому. И вы увидите, что деньги на самом деле здесь не играют большой роли. Неважно, ходите ли вы в тренажерный зал или делаете упражнения дома, вы точно знаете, к чему вы придете и когда. И, конечно же, самое важное – сделать первый шаг уже сегодня. Что вы можете сделать прямо сейчас? Придумали? Сделайте это. Какие замечательные, да, и практические советы. А сейчас к нам в студию заглянула признанная красавица, вице-мисс Якутия 2004, мисс зрительских симпатий конкурса мисс Виртуальная Якутия 2006, а сейчас просто мама, хорошая жена и профессиональный адвокат. Знакомьтесь, Юлия Моисеева. Юлия, добрый день. Мы знаем, что когда вы участвовали в первый раз в конкурсе красоты, вам было всего 15 лет. Какие тогда у вас были эмоции? И считаете, правильным ли участие в таком молодом возрасте в конкурсах красоты? Дело в том, что я занималась в агентстве Айко, театре мод, точнее, у нас было не модельное агентство, а был театр мод. И, пожалуй, это было одно из самых серьезных таких заведений в Якутске, да даже в республике, потому что они занимались не только какими-то показами, а были организатором конкурса «Мисс Якутия», то есть официально на тот момент. Поэтому, поскольку я там занималась в этом театре мод, до этого вообще первое мое участие было в конкурсе «Супермодель Якутия». Это был совершенно новый проект, который был телевизионный. И я пришла туда действительно просто с улицы на кастинг, никакими не обладая модельными навыками, не умея правильно ходить по подиуму, там красиво сфотографироваться. Рост и внешность, да? Да, и только из-за роста и внешности сказали: приходите. Ну, мы, конечно, там напридумывали, что мне 18 лет, мне было только 15. Это тоже был тот же 2004 год, только лето. Вот, но после этого конкурса так получилось, что меня в Айко пригласили уже на постоянной основе, и, получается, в декабре был конкурс, меня пригласили на кастинг. Я его прошла. Ну, я, честно говоря, серьезно к этому как-то и не относилась, потому что сказали: сегодня кастинг, приходи. Я говорю: ну как так, я же даже не готова. Ну, без проблем, там, пришла, постояла, поулыбалась, меня взяли. Вот. Но, честно скажу, это не тот возраст, для которого нужно заниматься участием в конкурсах, потому что все международные конкурсы, все российские конкурсы подразумевают возрастной ценз 18 лет, потому что я бы не могла выехать на конкурс «Мисс Россия», не достигши 18 лет, и для меня это было в тот момент не важно, я об этом не думала, для меня это было некое приключение. Кто-то занимается танцами, кто-то занимается другими видами спорта какими-то. Для меня это было вроде вот какого-то такого очередного занятия. хобби, да? Да, хобби. И поэтому для меня это был большой опыт, прекрасный опыт, воспоминания остались. Но для меня это уже так все давно, и я вспоминаю об этом только когда меня куда-то приглашают и спрашивают. На самом деле. А были какие-то интриги, может быть? Но это все равно там Не конкуренция. было. В нашем, тогда, когда девочки наши участвовали, не было никаких интриг, никаких подлостей не происходило. То вот рассказывают на других конкурсах: туфли пропадают, купальники, каблуки ломают кому-то, подсыпают там какие-то вещи. Ничего не было. Все девочки прекрасные были, и со многими мы до сих пор общаемся. За судьбой многих там я до сих пор наблюдаю, слежу. Благо там средства массовой информации, современные социальные сети дают возможность общаться. Вот, поэтому... А почему ты не продолжила карьеру модели? Я заканчивала школу в 11 класс, 2006 год, и как раз в мае месяце был конкурс «Мисс Виртуальная Якутия». Там я тоже успешно участвовала, в тройку победительниц вошла. И после этого конкурса меня и победительницу, занявшую первое место, пригласили на Miss Fashion TV в Камбоджу. В тот год должна была проходить, то есть это был спецприз. И мы должны были поехать на этот конкурс, однако так получилось, что не сложилась эта поездка, но до этого меня пригласили поехать в Бразилию организаторы конкурса «Мисс Азия и Океания».
Вот. И там я пробыла в Бразилии, должна была с ними познакомиться и продолжить дальнейшую модельную карьеру, но в силу определенных обстоятельств не произошло каких-то встреч. И как раз на тот момент у меня был вот где-то такое немножко... Я стояла на перепутье и думала выбирать образование или дальнейшую карьеру какую-то на международном уровне, о которой я, наверное, даже там за какое-то время назад там я не могла предполагать, что какие-то предложения такого рода поступят. Но в тот момент это было окончательное решение, что я буду получать высшее образование, и вся эта история с профессиональной карьерой модели закончилась именно в тот момент. В дальнейшем я работала еще очень много лет моделью, до сих пор фотографии там мне присылают ребята из журналов по Москве, где-то висят, в международных изданиях в том числе. Но после того, как я уже стала работать, то есть в студенческий период это была некая подработка для меня в Москве, потому что я училась, и там была возможность этим заниматься профессионально, серьезно, и получать за это очень неплохие денежные выплаты. Да, мы знаем, что ты выбрала, да, профессию адвоката. Ты закончила школу с золотой медалью. Нет. Нет? Школу я закончила очень хорошо, но я закончила академию с красным дипломом. Вот, молодец. И это было прямо параллельно, да? Ты занималась и модельным бизнесом, Да. и училась. Да. Как это получилось у тебя? Я никогда не ставила в приоритет иные вещи, кроме образования, потому что на мне лежала большая ответственность. Я училась за счет бюджета республики, там, бесплатно. То есть не мои родители оплачивали мне учебу, а, скажем так, на конкурсной основе я поступала. И я еще и повышенную стипендию получала. Поэтому для меня был приоритет, это было образование. И когда вот какой-то секрет, если говорить об этом, что как выбрать профессию, которая, там, образование, которое ты хорошо получишь, ну, то есть закончишь там положительными результатами диплом получишь и выберешь какую-то профессию, которая тебе будет приносить и доход, и что-то. Один простой секрет. Надо выбирать то, что тебе нравится. Зачастую ребята выбирают какие-то профессии, которые там папа сказал иди туда, мама сказала иди сюда, преподаватель сказал, ребята сейчас модно то. Совершенно не так, когда говорили, о, юристов, Юля, как ты пойдешь на юридический? А я говорила, мне это нравится, я этого хочу, я к этому стремлюсь, и я знала еще со школы, в какую сторону мне направляться нужно. И когда я выбирала в институте специализацию, сразу выбрала адвокатуру. Поэтому профессия модели для тебя вообще в принципе не стояла, да? Нет. Ну, вот, у тебя очень серьезная профессия, да, красота тебе не мешает? Мешает? Иногда мешает, иногда нет. Ну, конечно, кажется, да, вот представьте классический образ адвоката, который возникает у вас, да, вот при мысли. Серьезный мужчина, да, скорее, с дипломатом в костюме, ну, может быть, даже седовласый уже. И, конечно, когда приходит такая девушка молодая, еще и симпатичная, ну, не совсем как бы возникает какой-то резонанс такой, да, в голове у человека. Как. Ну и, конечно, все это прекращается, когда мы начинаем работать, потому что когда только ты начинаешь свои мысли озвучивать, да, вслух, то все вопросы. Все У понимают, меня что... такой вопрос. Если у тебя родится дочка, как вот ты поступишь, если она захочет участвовать в конкурсах красоты, захочет стать моделью и будет стоять на весах, да, какая-то серьезная профессия и модельный бизнес, ты отдашь ее? Ну, я думаю, что я не буду запрещать, потому что я буду руководствоваться опытом своей мамы, которая меня только всегда поддерживала во всем. Если мне что-то не нравилось, она говорила, дочь, не надо, ну, давай не будем. Если я говорила, я хочу, буду, ну, характер у меня такой упертый, поэтому я думаю, что всегда надо прислушиваться к мнению даже ребенка, пускай вот, маленький человек, у меня все равно сын маленький есть, но, конечно, человека же надо воспитывать с учетом его мнения, поэтому мы же все разные, ты же не знаешь, что это будет точная копия меня, и я буду знать, как, когда и что конкретно делать. Поэтому, если захочет участвовать, ну, будет участвовать. Ну, я же ведь тоже не так все легко переносила, мне не так легко давались эти конкурсы. И слезы были, и обиды были, но настоящий Но в итоге момент... ты довольна результатом, Да, да, это была определенная школа, это были определенные испытания для меня, но я довольна. Спасибо большое, Юлия, что пришли к нам. Очень интересная беседа. А мы сейчас прервемся на короткую рекламу, сразу после которой продолжим.
Мы продолжаем в эфире «Город женщин». Пока в Якутске у нас идет снежок, а где-то греет солнце и растут пальмы. И я сейчас говорю не о курортах Майами, а о российском курорте городе Сочи. Там очень много достопримечательностей и сердцем считаются горы. Сейчас там находится наш корреспондент Айсена Бурнашова. Она подробнее обо всем и расскажет. Буквально час езды, и мы оказываемся в самом прекрасном месте Краснодарского края – Роза-Хуторе. Совсем скоро мы поднимемся на фуникулере покорять вершины. Подъем стоит 1450 рублей. Приехал наш фуникулер, нужно забегать сходу. Виды открываются просто нереальные. Вот мы и добрались до самой высокой точки, до Розы Пика. Выходишь из кабины и сразу чувствуешь, что из осени ты оказался в зиме, да еще и выше облаков. Неописуемые чувства. Но на секундочку тебя приземляет грязь под ногами. Если вы собираетесь на Розу Пик, обязательно, я вас прошу, одевайте удобную обувь, потому что в таких кедах, как у меня, пройти невозможно. Везде снег, все тает и везде лужи. Были над облаками и те, кому повезло меньше. Видимо, в попыхах не успели надеть хотя бы кеды. Ну а мы быстренько утеплились и поехали дальше. Это настолько красиво, можно ехать и здороваться с людьми. Привет! Привет! Мы едем на водопады, пересекаем абхазскую границу, поэтому на входе у нас спросили российский паспорт. Имейте в виду. Так удивительно, что у заснеженных гор находятся такие водопады. Ребята, это очень красиво. Путешествуйте по России и открывайте для себя новые места. Даже если вы здесь уже были, все равно приезжайте во второй раз. Солнце очень быстро садится и становится холодно, поэтому нужно бежать. Вот, собственно, и закончилась наша поездка на Розу-Хутор. Что я могу сказать? Приезжайте, уезжайте радостные и полные самых классных эмоций. Айсена Бурнашова, Егор Максимов. Специально для города женщин. Пока! Действительно, девочки, да, какие красивые виды. Мне кажется, у нас в России очень много красивых мест. Юлия, я смотрю, ты уже закончила сережки, да? Да, я Расскажи. закончила. У меня получились такие сережки, кисточки. Я дополнила небольшую деталь. То есть я говорила, что нам нужен будет маркер. С помощью линейки, отмерив буквально сантиметр, я закрасила все волокна с лицевой, с обратной стороны. То есть этот маркер, это спиртовой маркер. Он не будет пачкать одежду и не будет морать лицо. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Давайте, очень интересно. Вот такие сережки, они будут к образу женщин добавлять загадочность. Тебе прям к Я сегодняшнему знаю, что образу вот такие очень серьги подходит.
очень дорого стоят. Да, вот я хотела сказать о том, что эти сережки в магазине стоят где-то 2000, да? А вы сможете потратить всего 200 рублей на нитку и на другие детали. Так из этой нитки можно сделать. Да, из этой нитки еще можно сделать и себе, и подруге, и маме. И продать еще можно. Конвейером прямо, да? Мы знаем, что фотографии супермоделей или звезд обрабатывают в фотошопе. А как сделать свои фотографии идеальными, знает, конечно же, Саргалана Амосова. И об этом она сейчас расскажет в рубрике «Полезный Инстаграм». Рубрика «Полезный Инстаграм». Сегодня мы говорим о красоте. А что такое красота в социальной сети? Это же, конечно, красивые фотографии. Когда я готовилась к этой передаче, я провела опрос среди своих подписчиков, что же им будет интересно узнать. И большинство ответило, что они бы хотели узнать, как красиво самостоятельно в телефоне обрабатывать свои фотографии. И я сделала для вас обзор тех приложений, которыми пользуюсь сама. Начнем мы с приложения Snapseed. Оно мое любимое. Почему? Потому что в нем можно накладывать очень красивые фильтры, а также сделать красивый текст. Я думаю, стоит вам показать, как это делается на примере. Во-первых, нам нужно скачать приложение. В магазине оно выглядит вот так. Мы заходим. Я выбрала нашу фотографию с позапрошлого эфира. Мне нравится, девочки, как мы там все выглядим. Так, мы выбрали фотографию, затем мы заходим в инструменты. В инструментах есть кнопочка «Текст», мы туда нажимаем. И вот видите, внизу есть самые разные варианты, шрифты, да, вот мне нравятся кружочки. Мне тоже. Да, мы выбираем кружок. Затем мы набираем текст. Я набрала, естественно, «Город женщин». Вот что у нас получилось, да. Затем мы можем выбрать размер, местоположение, цвет кружочка. Вот в итоге, что у нас получилось. Красиво? Очень красиво. А также я хочу показать, как можно обработать фотографии. Я выбрала фотографию ленских столбов. Затем мы снова заходим в инструменты и выбираем фильтр драма. Вот я использовала. Вот видите, как изменилась фотография вот после, до. Разница, я думаю, заметна. А также я не могу пройти мимо приложения PixArt. Оно имеет огромный функционал. Большое количество рамок, масок, декоративных элементов порадует вас. И снова я все покажу на практике. И снова мы скачиваем приложение. Вот так оно выглядит. Запишите, пожалуйста. Мы выбираем фотографию. Это уже... к нам приходила гостья, здесь эта фотография мне тоже нравится. И давайте ее поместим в красивую рамку. Давайте. В этом приложении очень много рамок, вот так они выглядят. Мы помещаем в рамку. Вау. Красиво получилось? Очень. Все, и сохраняем. Вот так очень просто можно оформлять свои фотографии. Красивый инстаграм-профиль требует много времени, планирования и дизайнерского видения. Но это не так сложно, если найти то, что хорошо отражает ваш стиль. Самый простой и популярный способ сделать ваш аккаунт стильным – публиковать фотографии в одной цветовой гамме. Повторяйте один и тот же цвет разными способами, с помощью фильтров, объектов этого цвета и фона. А как же сделать красивые фотографии, девочки? Я думаю, этот вопрос волнует очень многих. Очень-очень. Мой вам совет. Пожалуйста, не фотографируйтесь под лампами и под люстрами, потому что вы получаетесь желтыми. И это очень сильно искажает реальный свет. И там уже никакой фильтр не поможет. Да, никакой фильтр уже не поможет. Там как хочешь яркости не прибавлять, Да, не еще поможет. я знаю, что сверху, когда лампа стоит, у тебя появляются мешки. Да, под да, глазами. тени на лице появляются. Поэтому самый наш лучший помощник – это дневной свет. Но это не значит, что вам нужно тут же выбежать на улицу и сфоткаться. Достаточно просто подойти к окну. И знаете, чем мне нравится Инстаграм? Я люблю повторять то, что я очень люблю Инстаграм. Именно тем, что не выходя из дома, вы можете узнать все О жизни друзей. О жизни друзей, а также найти интересные места. Да, вот у нас в городе есть настоящий островок Японии. Я говорю сейчас о ресторане Мацури.
Там обстановка по-японски минималистична. Мне, например, нравится, что там есть отдельные кабинеты. Вы можете там закрыться, и вашу компанию никто не побеспокоит. А какие там десерты? Да, давайте прямо сейчас посмотрим их аккаунт. Они Здесь- готовят их сами, эти десерты. Вот, вы даже не выходя из дома можете узнать меню, можете узнать, какой у них ценник, какая у них обстановка. Все здесь очень хорошо показано. Скидки, да? У них есть разные скидки. На сайте можно забронировать столик. А еще можно копить баллы в приложении CityCard и обменивать их на разные блюда. Очень здорово, очень удобно. Подписывайтесь на страничку, и вы будете знать о последних новостях ресторана. И еще в ресторане Мацури есть такие фишки. Например, вы в зависимости от суммы чека можете в социальной сети ВКонтакте выбрать себе подарок. Очень здорово. Дорогие телезрители, если у вас есть какие-то вопросы или предложения, или хотите стать героем нашей программы, обязательно звоните или пишите нас. Мы есть практически во всех социальных сетях. Подписывайтесь на нашу страничку. Она называется «Город женщин». Мы там публикуем самую интересную и актуальную информацию. Вот так выглядит наш профиль. Пожалуйста, смотрите. Мы тут делимся с рецептами, с интересными сюжетами. И подробные мастер-классы. Мы желаем вам удачных выходных. Всего доброго. До встречи.